Миллион за первенца при рождении ребенка до 24 лет. Это увеличенный региональный семейный капитал плюс федеральный мат-капитал. В год семьи в Республике Коми новые беспрецедентные меры поддержки. Семья – основа, а рождаемость падает, причем в целом по стране. За 9 месяцев в Коми появилось на свет больше 4700 младенцев. Для сравнения, в 2010-м почти в 2,5 раза больше. С тех пор идет спад. Первая причина – поздние роды. Поздний ребенок по мировой статистике чаще остается единственным в семье. Тем временем, чтобы изменить демографическую ситуацию, региону нужно 3 и более детей. До 24 лет, если молодая мама рожает ребенка, то это статистически, как правило, в 50% и выше рождения второго, через год или через 2. Соответственно, мы пошли действительно на такую беспрецедентную меру. Со 150 тысяч мы увеличили до 500 тысяч рождения первого ребенка до 24 лет. Это плюсом, повторяю, к федеральному капиталу. И того, если молодая женщина у нас рожает до 24 лет, семья ее получает более 1 миллиона рублей за первого ребенка. Это абсолютно достойные деньги для того, чтобы уже подумать о той же ипотеке. Тем более, что у нас же есть встречные меры, которые, например, молодая семья, вы знаете, до 35 лет мы под 1% выдаем ипотеку. Именно наша эта мера. И понятно, что такое 1%. Практически это беспроцентный кредит. На первенца, рожденного после 24, а также за 3-го или последующего ребенка, семья получает региональный семейный капитал. С 2024 года 300 тысяч, увеличен в 2 раза. Сразу в 10 раз увеличены и пособия на продукты беременным и малоимущим кормящим мамам. Вы помните, была 1000 рублей на приобретение продуктов питания. Сегодня это очень мало в месяц, это вообще ничего. И поэтому мы предусмотрели 10 тысяч ежемесячно. То есть это с момента постановки на учет. Если женщина относится к разряду малоимущих, то это плюс еще 10 тысяч. Была тоже 1000. Не запреты, а стимулирующие меры. Медик, сопровождающий беременную, будет получать в Коми по 30 тысяч рублей за каждую благополучно родившую пациентку. Так у фельдшера на селе или врача в год может выйти от 500 тысяч до 1 миллиона дополнительно к зарплате, в зависимости от количества рожденных детей. Медик должен стать активным союзником, помочь будущей маме советом в сложной ситуации, объяснить последствия, а главное – рассказать о поддержке республики. Многие не знают, например, о региональной субсидии на покупку дома или квартиры для многодетных. Если в 2021 году ее получали семьи, где 9 и больше детей, то уже сегодня от 6. 6 и более детей в этом году семьи получат выплату, субсидию на приобретение жилья или квартиры. Причем это соразмерно потребности большой семьи. Условно говоря, 8 человек, 6 деток и мама и с папой, исходя из нормы квадратного метра, исходя из стоимости рыночной сегодня на территории Республики Коми, и дальше они сами определяют. Они могут купить дом, потому что это большие деньги, это там миллионы. Они могут купить квартиру, то есть по рынку они купят те квадратные метры, которые им нужно на большую семью. Соответственно, 2025 год у нас 5 и более детей. Увеличенный региональный семейный капитал, пособия для беременных, выплаты медикам. Кроме того, введено бесплатное питание в школах для детей из многодетных семей. На все дополнительные меры поддержки в региональном бюджете предусмотрено 964 миллиона рублей. Программа рассчитана пока на 3 года. За это время планируется увеличить рождаемость на 1500 малышей. Ольга Коняева, Павел Люленмин, телеканал Юрган.